Ингушские бойцы продолжают готовиться к турнирам по смешанным единоборствам. До начала турниров, где выступят Алик Албогачиев и Абубакар Местоев, остается немного времени, которое оба наших бойца проводят в родном зале за усиленными тренировками. Первым свой бой проведет Алик Албогачиев 11 марта в Санкт-Петербурге на турнире М1 Challenge. Вначале против нашего бойца должен был выступить очень серьезный соперник с внушительным рекордом 11-1. Но после отказа выйти против ингурского бойца организация нашла для Алика нового оппонента. Теперь на турнире в северной столице России против непобежденного Албогачиева выйдет боец из Франции Арнау Карфалах. Свой последний поединок Карфалах провел в Ингушетии на турнире «Битва нартов» против Вахи Шанхоева. Ошибка ингурского бойца привела к победе Арнау, который в очередной раз подтвердил, что его не зря считают одним из сильнейших грэпплеров в смешанных единоборствах. Во-первых, скажу про рекорд, меня так никак не смущает то, что у меня 4-0. Я об этом вообще не думаю. Насчет соперника. Соперник у меня сменился. Первый соперник, я готовился на Руслана Рахманкулова, его поменяли. Арнау Карфалах сейчас, у него рекорд 5-1. Ну, он базовый грэпплер, можно сказать. Джиу-джитсу, грэпплинг у него база. Вот, я как раз таки, это моя сильная сторона. И я, если честно, я особо не волнуюсь за партер именно. Я думаю, работать начну со стойки, там уже дальше видно будет. Первый сбор я прошел двухнедельный в Беркуте, получается, Чеченская республика, на базе Беркут. Вот. Ну, акцент, в принципе, я особо на определенную, как говорится, или партер, или стойку акцент не делаю. Я тренируюсь в общем и на стойку, и на партер. Поэтому по ходу дела уже в бою уже разбежимся, как с ним работать. Ну, состояние у меня хорошее, в принципе. Я уже, можно сказать, я тренируюсь уже почти 3 месяца стабильно. Уже 4-й месяц пошел, поэтому я в форме, в нормальной форме. У меня еще впереди еще двухнедельный сбор, уже ближе к бою. Вот, что еще можно сказать? В принципе, я буду, думаю, готов на 100%. Алик Албогачиев начал свою спортивную карьеру в Казахстане. Долгое время наш боец занимался боевым самбо и грэпплингом, вполне успешно выступая на различных соревнованиях. Но по приезду в Ингушетию Алик решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Результат оказался вполне успешным.
Изначально я начинал с боевого самбо. Это было в Казахстане, город Караганда. Вот, ну, первые мои бои были по правилам боевой самбо. Вот. Ну и затянулось, мне понравились эти бои. Там как бы боевой самбо, она самая приближенная к ММА. И уже появилось желание выступать в ММА в дальнейшем. Ну, я поначалу обкатывался, по грэпплингу выступал, по рукопашным боям, по боевому самбо выступал изначально. Когда уже набрал опыта, немножко любительского опыта набрался, затем уже появилось такое желание попробовать себя в ММА. Это у меня был, получается, в 2016 году, 24 декабря. Мне предложили бой, я согласился. Как раз это был мой дебют. И так получилось, то, что выиграл. Ну и дальше уже появилось желание выступать. Так как дебют бывает важным, первый бой нужно всегда выиграть. В принципе, поддержка, все знают, то, что у нас в республике поддержка сильная. Но в плане психологически мне, если честно, разницы нету. Что дома настраивается на бой, что за пределами. Первые 3 боя у меня проходили у нас в республике. Первые 2 битвы на Назрани, битва в горах, и последний бой у меня был в Казани. Ну, особо разница чувствуется лишь в том, что у нас в республике поддержка мощнее, чем там, когда ты в гостях. Ну а в плане психологически мне разницы нету. Я настраивался, как тут настроился у себя дома, так же и за пределами. В своем последнем поединке Абубакар Местоев в очередной раз доказал, что его не зря считают одним из самых талантливых бойцов в смешанных единоборствах. Бой с одним из самых сильнейших файтеров Алексеем Махно завершился в середине первого раунда после блистательного нокаута в исполнении Абубакара. Следующий поединок Местоев проведет в апреле в новой для себя весовой категории 66 килограммов. Не заморачиваюсь насчет этого 0, потому что бой есть бой, его надо выиграть, вне зависимости, у тебя есть проигрыш или нет в рекорде. Вот. Ну, готовился я, первый этап сбора я провел в городе Омске под руководством Александра Шлеменко в его авторской школе. Где-то 2-3 недели я там провел, и после этого приехал домой. Оставшееся время готовился в нашей республике и где-то под конец поехал в Дагестан. Там тоже провел последний заключительный сбор подготовки. И, в принципе, был готов, чувствовал себя хорошо. Я рассчитывал на все 3 раунда. Думал, продержится бой так далеко, пойдет так далеко. Ну, так-то получилось завершить его побыстрее. Вот так. Ну, дело случая, можно сказать. Мне сейчас бой поставили в апреле, где-то в середине апреля у меня должен быть бой. Еще турнир не обозначили, где именно будет проходить. И соперник еще неизвестен. Это тоже сказывается, потому что
чем ты скорее узнаешь, кто твой соперник, тем быстрее ты начинаешь подготавливаться именно под него. Вот. Ну, пока что я прохожу тренировки у себя дома, но хотел бы как-то куда-то выехать на сборы и подготовиться более лучше, потому что там за пределами у них своя тактика, своя школа, и ты оттуда что-то новое берешь. Да, я решил спуститься на вес ниже, потому что, ну не знаю, в принципе и на 70 килограмм мне было комфортно, но хочется попробовать на 65, что я там смогу сделать. Вот. Спортивная карьера Абубакара началась в секции карате. 7 лет тренировок и десятки медалей, завоеванных на турнирах всероссийского масштаба, как доказательство того, что с этим бойцом не каждый сможет тягаться в стойке. Ну а 2014 год стал особенным для Абубакара. Дебютный поединок в смешанных единоборствах и первая победа. А дальнейшую карьеру Местоева в ММА знают практически все любители смешанных единоборств. Заниматься спортом я начал еще в детстве. Я начал спорт с такого вида, как карате, под руководством Расумова Исмаила, моего первого тренера. Он, в принципе, и как-то показал мне, что такое спорт на самом деле. Вот так занимался в карате где-то лет 7, так, там добился кое-каких результатов. И после этого вот в нашем городе вот открылась секция ММА. И вот стало интересно, начал туда ходить так периодически, не бросая карате. Ну так потихоньку понравилось, затянуло, и вот полностью перешел в этот вид. Первый бой у меня состоялся в 2014 году на Битва Нартов. Это был первый турнир Битва Нартов, который проводился в нашей республике. Да, первый бой, как у всех, наверное, был очень волнительным, переживал, не хотел подвести публику. Вот. Ну, в принципе, так-то нормально подготовился, смог совладать своими волнениями и так нормально выступить. Ну, после этого боя, первого моего дебюта, я дома просидел 2 года. Не выступал, не было никаких боев. Ну, у меня в это время была еще травма, я сломал руку, и эта травма, можно сказать, отняла где-то полгода на реабилитацию, чтобы заново я начал заниматься тренировками. Вот. И где-то оставшиеся 1,5 года никак не получалось выступить, не давали бой, не знаю по каким причинам. И вот после того, как это был какой год, 16-й год, на Битвах горах мне предложили бой, провести на Битву гора, я согласился. И вот оттуда уже понеслась эта серия боев. Мне комфортно выступать за пределами, потому что ну, волнение сходится на минимум, потому что дома ты видишь своих родных, своих друзей, они как-то пытаются тебе помочь, как-то взбодрить, но тебя это как бы чем-то напрягает, и это надо как-то за пределами отстраненно от всего разгружаешься, и там сосредотачиваешься на бой намного лучше, чем у себя дома. Немаловажное значение в спорте имеет поддержка друзей. Ингисхан Аздоев свой спортивный путь начинал в одном зале с Абубакаром. Сначала карате, теперь и смешанное единоборство. Оба спортсмена стараются помогать и поддерживать друг друга. В 2006 году я впервые посетил секцию карате у нас в городе Сунжи под руководством Исмаила Расумова. Тогда спортсмены в спортзале разделялись на 2 категории. Там молодые и как бы профессионалы. Я попал в группу юношей, молодых, а Абубакар тогда уже находился еще среди профессионалов, уже как бы более там подготовленные спортсмены. Где-то спустя 5 месяцев меня тоже перевели в старшую группу. Мы здесь уже познакомились с Абубакаром и отправились вместе на соревнования Южно-федерального округа по карате. Ну вот и с тех пор мы уже вместе тренируемся, а вот вообще по ММА я сам начал это в 2014 году. Тогда уже Абубакар с Маусаром, у них были уже результаты по смешанным единоборствам. Ну и как бы я с нами продолжил свой путь, хотя уже оставил спорт. Часто выезжали на сборы, особенно подтягивали именно как бы функционалку и борьбу в партере. Самое интересное – это процесс подготовки к бою. Вот, допустим, там 2-3 месяца мы готовимся,
под конец весогонки и так далее. То есть с Абубакаром и с Маусаром этот процесс проходит очень легко. Мы вместе, в принципе, всегда тренируемся, всегда налегке, на позитиве. Нет такого, чтобы мы полностью акцентировали свое внимание, типа, вот это спорт, надо быть серьезным, надо выкладываться на все 100%. Нет, такого нет. Рядом с ними бывает так, что ты начинаешь любить свое дело, и тебе это нравится, и ты это выполняешь и подходишь к этому с удовольствием. Не в обиду нашим бойцам, но это лично мое мнение, что Абубакар один самый талантливый боец нашей республики. Он, во-первых, в бою Абубакар очень отлично думает, может подготовить себе план на бой сам. И мне нравится агрессивное его поведение, особенно в рейде. То есть нет у меня такого, чтобы он щадил соперника, он бьется до конца, в буквальном смысле этого слова ломает своего соперника. На одной из подготовительных тренировок оба бойца отрабатывают аспекты, которые необходимы в смешанных единоборствах. Алик давно известен своими борцовскими навыками, поэтому уделяет большое время отработке ударной техники. К одному из самых универсальных бойцов смело можно отнести Абубакара. Поставленный удар и прекрасная борьба в партере, но Мистою не прочь поработать над совершенствованием этих аспектов. Абубакар очень перспективный боец. Он мой, как можно сказать, один из моих любимчиков, из наших бойцов. У него очень хорошая ударная техника. И он недавно он особенно усиленно работал именно насчет бокса, улучшал свою боксерскую технику. Самое лучшее его качество – это он стойкий хороший. Конечно же, у него и грэпплинг, и борьба неплохой. Хороший грэпплинг у него, хорошая борьба у него. Думаю, что Абубакар по воле Всевышнего он выиграет этот бой. Какой бы там противник ни был, мы только думаем о победе. Он сейчас тренируется усиленно, утром, вечером, день-два раза тренируется он. На утреннюю тренировку он больше акцент делает на выносливость, на физическую. А вечером, в общем, у него проходит комплексная тактическая работа на лапах, отработки. Алик обладает очень хорошими качествами. В первую очередь, у него очень хорошие человеческие качества. Алик очень воспитанный, очень отзывчивый парень. У него есть воспитание, уважение старших, всегда улыбается. Прям приятно его видеть. А как боец, как его бойцовские качества, у него он серьезно относится к своей работе. Тренируется он усиленно. Он пашет очень хорошо. Все видели его бои, он хорош в партере. Он усиленно работает именно насчет ударной техники. Насчет его соперника, я могу сказать, он хорош тоже в партере. Хороший у него очень партер. Алик тоже может ему противостоять в партере. У Алика тоже хороший партер. И стойки Алик хорош. Намного лучше, чем он. Абубакар и Алик в смешанных единоборствах начали выступать совсем недавно, но этого времени им хватило, чтобы набить внушительный рекорд 4-0 и 6-0 и быть в числе непобежденных бойцов. Друзья не сомневаются, что в следующих поединках эти цифры в графе снова изменятся в их пользу. Алика Абубакарова я впервые увидел на турнире «Битва на Назране», тогда сразу в первом бою он меня очень сильно удивил. Здесь он проявил характер, то есть попал на болевой скручивание пятки. Так и не сдался. То есть он уже на полном характере, чисто на характере вытащил этот бой. И, конечно, проявил там мастерские навыки грэпплинга свои.
Считаю, что Алик лучшая сторона это его, конечно, борьба, грэпплинг. И сейчас он на тренировке видно, как поднабрал именно в ударной технике. Так, обеим бойцам, у обоих бойцов сейчас должны состояться поединки. Конечно, желаем им удачи и красивых побед. Так как мы знаем, Алик Албогачиев, Абубакар Мистоев, они у нас непобежденные бойцы, так как у Мистоева Абубакара 6-0 рекорд, у Алика 4-0. Я также хочу, чтобы они пошли дальше и поднимались вверх, и они получали, чтобы они росли и как бойцы, и как человек, чтобы во всех качествах они только становились лучше, и чтобы было без травмов, и чтобы они достигли того, что они вот хотят. Да, вот. 22 февраля на турнире M1 Challenge в Москве на первую защиту чемпионского пояса выйдет Маусар Евлоев. 11 марта в Санкт-Петербурге свой 5-й бой проведет Алик Албогачиев. Ну а в апреле в рейдж выйдет непобежденный Абубакар Мистоев. Удачи нашим бойцам!